Средняя общеобразовательная школа номер 15 города Назрани в рамках декады ингушского языка прошла интеллектуальная игра «Хойшуана». В ней приняли участие 2 команды по 8 человек. Игра проходит ежегодно, и в этом году в ней участвовали ребята 6 и 7 классов. Им необходимо было ответить на 12 вопросов по самым разным направлениям: языкознание, литература, лексика, фольклор, знание истории республики и многое другое. Готовились к игре дети вместе с преподавателями ингушского языка в течение нескольких дней. Наша команда, название нашей команды – Киканыш. Противоположная команда – Гасина Бясти. А как переводится? Киканыш – колосья пшеницы, Гасина Бясти – молодая весна. Так как интеллектуальная игра посвящена декаде, то вопросы, ответы и даже музыкальный номер в начале звучали на ингушском языке. В начале игры команды представили свое название, рассказали, почему они его выбрали, и озвучили девиз команды. Это девиз нашей команды. Из одного зерна пшеницы вырастает целый колос. Чтобы победить в игре, командам необходимо было побороться не только за звание самого умного, но и продемонстрировать свое гостеприимство. Команды готовили блюда национальной кухни. Для нынешней молодежи, для наших учеников это очень важно. Это знание своего языка. Это в любом случае их подковывает. Повторение, отвечение, как говорится. Они повторяют, изучают, и вместе с этим у них это остается в памяти навсегда, когда это проводится в виде конкурса тем более. Оценить знания детей предстояло учителям ингушского языка и литературы. Среди жюри была писательница Асят Теркакиева и специалист Министерства образования Люба Кулбужева. Они отмечали, что подобные мероприятия очень важны для нашего подрастающего поколения. Я считаю, что это праздник ингушского языка, потому что у нас мало говорят на ингушском языке, а это для популяризации и чтобы проявить интерес детей к ингушскому языку. Это надо свой язык знать. Раз мы знаем и английский, и китайский, все языки, надо и ингушский язык тоже знать нужно. Хадит Аршоева, ученица 7 класса, наблюдала за игрой в качестве зрителя. Мысленно она ответила на многие вопросы, а некоторые ей показались даже интересными. Там был вопрос, сколько букв в алфавите. Сколько? 46. Какая буква не издает звука? Это был мягкий знак. Хади считает, что если бы такие игры проходили почаще, ингушский язык знали бы намного больше школьников. Да, мне понравилась организация, особенно потому, что все началось с песни. Она была очень красивая, интересная. Было приятно слушать голоса этих учащихся, которые пели эту песню. Был красивый стол с едой. Целью данной интеллектуальной игры было привлечение как можно большего количества молодежи и приобщение их к новым знаниям в изучении ингушского языка. И да, победила в этой игре дружба.